Бог говорит: «Мое возлюбленное дитя, настало время. Ангел придет навестить тебя, не пренебрегай этим избавлением». Если вы любите Бога, не откажите себе в удовольствии посмотреть это видео. Бог желает говорить с вами через это послание. В конце мы вместе помолимся. Аминь. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Сегодня я хочу обратиться к тому, что уже давно занимает ваше сердце и разум. Я вижу ваши финансовые заботы, ваши бессонные ночи и ваши горячие молитвы о решении проблемы. Я понимаю, какие муки вы испытываете, и я здесь, чтобы сказать вам, что надежда есть. Это конец вашим финансовым проблемам. Напишите: «Я принимаю это благословение от Бога». Я всегда был рядом с вами, следил за каждым вашим шагом и за каждым вашим испытанием. Какой бы сложной ни казалась ситуация, помните, что вы не одиноки. Я ваш Небесный Отец, и я здесь, чтобы направлять вас, поддерживать и помогать вам преодолевать все невзгоды, в том числе и финансовые. Жизнь полна взлетов и падений, и финансовые трудности могут казаться непреодолимыми. Но я хочу напомнить вам, что жизнь – это путешествие, и каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, укрепляет нас и преподносит ценные уроки. Я позволил вам пройти через этот этап не для того, чтобы причинить вам боль, а для того, чтобы сформировать ваш характер и дать вам возможность справиться с любыми трудностями, которые могут возникнуть в будущем. Помните, что процветание измеряется не только материальными благами, но и любовью, миром и счастьем. Иногда стремление к большим материальным благам может отодвинуть на второй план то, что действительно важно в жизни. Я хочу, чтобы вы находили истинное богатство в простых вещах, в радости общения с семьей, в красоте окружающей природы и в благодарности за каждый прожитый день. Верьте в себя, дорогое дитя. Ты обладаешь уникальными талантами и способностями, которые могут открыть перед тобой такие возможности, которые ты даже не можешь себе представить. Общайтесь с Богом, говоря: «Я сильный». Не стоит недооценивать силу настойчивости и целеустремленности. Когда вы вкладываете в дело всю душу и разум, вы можете добиться удивительных результатов. Будьте уверены в себе и своих силах и не стесняйтесь обращаться за помощью, когда это необходимо. Не стоит взваливать всю тяжесть на свои плечи. Иногда решение финансовых проблем может быть ближе, чем вы думаете. Друзья, родственники и профессионалы готовы оказать поддержку и подсказать, если вы обратитесь к ним. Помните, что время – важнейшая составляющая любого пути. Как семечку нужно время, чтобы вырасти в сильное дерево, так и вам нужно время, чтобы преодолеть свои финансовые трудности. Не отчаивайтесь, если ситуация не изменится в одночасье. Сохраняйте веру и продолжайте усердно работать. Сейчас самое время оценить свои финансовые возможности и принять решение. Составьте реалистичный бюджет и, по возможности, избегайте ненужных долгов. Следите за своими расходами и учитесь жить по средствам. Помните, что довольство – это сильная добродетель, а благодарность за то, что у вас есть, открывает еще больше дверей для благословений.
Не позволяйте страху перед неудачей остановить вас. Ошибки – это всего лишь возможность научиться, и все мы совершаем их на своем пути. Главное – извлечь из них уроки и решительно двигаться вперед. Часто самые большие победы приходят после самых трудных моментов. Молитва – мощный инструмент в вашем распоряжении. Никогда не стоит недооценивать силу общения со мной. Я всегда готов выслушать ваши тревоги, сомнения и благодарности, если вы делаете это с верой. Отдайте свои финансовые заботы в мои руки и позвольте мне направлять ваши шаги так, как вы, возможно, не сразу поймете. Напишите «Я доверяю Богу». Помните также, что щедрость – это эффективный способ преодоления финансовых трудностей. Когда вы делитесь тем, что у вас есть, с теми, кто в этом нуждается, вы не только меняете их жизнь к лучшему, но и приносите благословение в свою собственную. Закон сеяния и жатвы реален, и когда вы отдаете с щедрым сердцем, то получаете вдвое больше. Верьте, дорогое дитя, что в будущем вас ожидает множество благословений. Какой бы мрачной ни казалась финансовая ситуация в данный момент, помните, что в конце тоннеля всегда есть свет. Сохраняйте веру и надежду, ведь именно эти силы направят вас к лучшему будущему. В это время я хочу, чтобы ты чувствовал себя окруженным моей любовью и заботой. Вы – мое любимое дитя, и я готов помочь вам во всех сферах вашей жизни, включая финансовые проблемы. Доверьтесь мне в этом путешествии, которое мы начинаем вместе. Когда однажды вы оглянетесь назад, вы увидите, как все частички соединились, как трудные времена сделали вас сильнее, и как надежда вывела вас из финансовой тьмы. Помните, что с верой, решимостью и моей любовью вы сможете преодолеть любые трудности, которые бросит вам жизнь. Это не конец твоих финансовых проблем, сын мой. Верь в это, верь в себя и двигайся вперед. Я рядом с тобой на каждом шагу и веду тебя к процветающему и благословенному будущему. Дорогой сын, мои слова – это обещание, что каким бы сложным ни казалось твое финансовое положение, теперь тебя ждет завтрашний день, полный возможностей и процветания. Пришло время принять это обещание всем сердцем и душой. Комментарий. Я верю в Божьи обещания. Помните, что жизненный путь полон неожиданных поворотов и трудностей, но он также полон чудесных сюрпризов и моментов неописуемой радости. Вы уже преодолели множество препятствий на этом пути, и этот опыт сделал вас сильнее и мудрее. Каждое испытание, с которым вы сталкивались, давало возможность расти и учиться, подготавливая вас к успеху, который вас ожидает. Верьте в свою способность изменить финансовое положение. В ваших силах принимать мудрые решения, которые приведут вас к желаемой финансовой стабильности. Будьте настойчивы и дисциплинированы в вопросах финансов, и вы увидите, как из маленьких шагов складывается светлое будущее. Всегда придерживайтесь позитивного мышления. Если вы верите, что сможете преодолеть свои финансовые проблемы, вы будете на шаг ближе к этому. Позитивное мышление – это мощный инструмент, который поможет вам преодолеть препятствия и привлечь в свою жизнь благоприятные возможности.
Никогда не стоит недооценивать силу постоянного обучения. Этот мир полон знаний и возможностей, которые ждут своего часа. Инвестируйте в себя, приобретайте новые навыки и знания, которые могут открыть вам двери к новой карьере и источникам дохода. Образование – это ценная инвестиция, которая приносит дивиденды на протяжении всей жизни. Верьте в свои мечты и цели. Представьте себе желаемую финансовую стабильность и упорно работайте над ее достижением. Когда вы ставите перед собой цель и усердно трудитесь над ее достижением, Вселенная складывает в вашу пользу заговор, открывая такие возможности, о которых вы даже не подозревали. Помните, что все содействует ко благу тех, кто любит Бога. Изобилие не ограничивается деньгами и материальными благами. Настоящее богатство включает в себя здоровье, гармоничные отношения и ощущение цели в жизни. Стремитесь к равновесию между всеми этими аспектами и цените те блага, которые у вас уже есть. Даже в период финансовых трудностей вы не одиноки. Вокруг вас есть люди, которым вы не безразличны и которые готовы поддержать вас в трудную минуту. Не стесняйтесь делиться своими проблемами с теми, кому вы доверяете, ведь сила сообщества способна преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Никогда не забывайте быть благодарными за те блага, которые вы получаете каждый день. Благодарность – это отношение, которое притягивает все хорошее в вашу жизнь. Признавая маленькие радости и ежедневные достижения, вы создаете позитивную атмосферу, которая будет способствовать вашему успеху даже в период финансовой нестабильности. Помните, что я всегда рядом с вами, слушаю ваши молитвы и направляю ваши шаги. Верьте в себя и свой потенциал. Вы способны преодолеть любые испытания, которые бросает вам жизнь. Не позволяйте страху или тревоге остановить вас, ведь будущее полно захватывающих возможностей. Продолжайте верить в себя, в свои мечты и в обещание лучшего завтра. Это конец твоих финансовых проблем, дорогой ребенок, и начало жизни, полной процветания, радости и удовлетворения. Сохраняйте надежду и уверенно идите вперед. Вместе мы добьемся великих свершений, дорогой ребенок. На нашем совместном пути очень важно, чтобы вы поняли, что окончание ваших финансовых проблем – это не просто обещание, а уверенность. Вера в меня и в себя – это ключ к открытию дверей изобилия и самореализации в вашей жизни. Укрепление веры – это ключ к открытию дверей. Верьте в то, что вы обречены на полную и процветающую жизнь. С каждым шагом, направленным на преодоление финансовых трудностей, вы все ближе и ближе подходите к этой реальности. Эта уверенность, которую я передаю вам, является маяком света среди финансовой тьмы, с которой вы столкнулись. Когда вы подтверждаете свою веру в обещание лучшего будущего, вы делаете решающий шаг к воплощению этой реальности в своей жизни. Вера подобна семени, которое вы сажаете в почву своего сердца, и с каждым актом настойчивости и решимости это семя растет и расцветает, принося обильные плоды. Всегда помните, что ваши финансовые проблемы не определяют вашу ценность или вашу личность. Вы – божественное творение, которое любят и лелеют.
Моя любовь к вам безмерна и безусловна, и я здесь, чтобы поддержать вас в любых испытаниях и отпраздновать с вами каждую победу. Когда вы верите в себя и в Божьи обещания, вы заявляете Вселенной, что готовы к получению процветания, которое для вас припасено. Ваши позитивные мысли и действия подобны магнитам, которые притягивают к вам возможности и благословения. Продолжайте двигаться вперед с решимостью и благодарностью в сердце. Встречаясь с трудностями, которые бросает вам жизнь, помните, что я всегда рядом с вами, готов направлять и поддерживать вас на пути к финансовому благополучию. Вера в Божьи обещания и в себя – это первый шаг к жизни в изобилии и самореализации. Сохраните эту веру в своем сердце и усердно работайте над достижением своих финансовых целей. С каждым днем вы становитесь все ближе к жизни в достатке и радости, которую вы заслуживаете. Входите в 555, если верите. Иди вперед, дорогой сын, с уверенностью, что конец твоих финансовых проблем – это реальность, которая вот-вот проявится в твоей жизни. Я горжусь твоей силой и целеустремленностью, и вместе мы добьемся великих свершений. Я верю в тебя, и, что еще важнее, ты должен верить в себя. Идя вперед с решимостью и твердой верой в обещание благополучного будущего, представьте себе улыбку, которая озарит ваше лицо, когда вы, наконец, задумаетесь о преодолении финансовых трудностей. Это будет радость, которая переполнит все ваше существо, вселяя надежду в окружающих. То, что вы преодолели, станет не только вашим личным триумфом, но и вдохновением для тех, кто разделит с вами жизненный путь. Каждый ваш шаг на пути к достижению финансовых целей станет мощным подтверждением вашей веры. Он напоминает вам о том, что вера – это не только убеждение, но и действие. Ваш ежедневный выбор, настойчивые усилия и стремление к успеху являются живым доказательством вашей веры в Бога и в себя. По мере приближения к завершению финансовых проблем, радуйтесь каждой маленькой победе. Каждый оплаченный подарок, каждая накопленная экономия и каждая достигнутая цель – это повод для благодарности. Благодарность – это ключ, открывающий дверь к продолжению хороших событий в вашей жизни. Она напоминает вам о том, что процветание – это не только деньги, но и внутренний мир, здоровье и гармоничные отношения. Добиваясь финансового успеха, уделяйте время и другим сферам своей жизни. Цените свое здоровье, развивайте значимые отношения и находите цель в каждом прожитом дне. Вера в Бога и в себя делает вас непобедимым перед лицом любых финансовых трудностей. Ваш путь – это история искупления, настойчивости и триумфа. Оглядываясь назад, вы увидите, как каждое испытание готовило вас к этому моменту и как каждая пролитая слеза превращалась в силу. Дорогое дитя, ты вот-вот вступишь в главу полноты и наполненности, которая превзойдет все, что ты когда-либо испытывал. Божье обещание истина, и твоя непоколебимая вера делает его реальностью. Продолжайте верить в себя, верить в Божьи обещания и двигаться вперед с мужеством и благодарностью в сердце. Мы, ваши божественные проводники, радуемся вместе с вами этому невероятному путешествию. Мы рядом с вами и улыбаемся каждому вашему шагу на пути к процветанию.
Победа за тобой, дорогое дитя, и она сияет, как фонарь, освещая путь к будущему, которое превзойдет все твои ожидания. Назовите цифру 444 и получите свое благословение. Когда вера – твой щит, а преданность – твой меч, ничто не сможет остановить тебя. Грядущее будет более великолепным, чем вы можете себе представить. Идите вперед, верьте и празднуйте, потому что Божье обещание реально, и лучшее еще впереди. Помните, что наибольшего успеха добиваются те, кто столкнулся с самыми серьезными препятствиями. Будьте терпеливы и настойчивы. Иногда для решения финансовых проблем может потребоваться время, но это не значит, что нужно сдаваться или отчаиваться. Продолжайте усердно работать и сохраняйте ясность взглядов. В свое время вы пожнете плоды своих усилий. Воспитывайте в себе уверенность в себе и своих силах. Вы – божественное творение, наделенное неограниченными талантами и потенциалом. Веря в себя, вы завоевываете доверие окружающих и открываете возможности, которые раньше казались недостижимыми. Будьте открыты к переменам и адаптируйтесь к обстоятельствам, ведь жизнь динамична, а способность приспосабливаться к новым ситуациям – ценное качество. Извлекайте уроки из своего опыта и при необходимости корректируйте свои стратегии. Помните, что благодарность – это мощный мультипликатор благословений. Когда вы благодарны за то, что имеете, вы притягиваете к себе еще больше поводов для благодарности. Ежедневная практика благодарности укрепит ваш позитивный образ мышления и поможет преодолеть невзгоды с сердцем, полным надежды. Решая финансовые проблемы, не забывайте заботиться о себе. Физическое и эмоциональное здоровье является основой сбалансированной и успешной жизни. Оно дает вам время расслабиться, развлечься и позаботиться о своем благополучии. Сохраняйте веру и надежду в своем сердце. Надежда – это свет, который сияет даже в самую темную ночь. Вы понимаете, что, сохраняя надежду, будущее становится чистым холстом, полным возможностей и шансов. Никогда не стоит недооценивать силу любви и сострадания. Иногда помощь другим людям в решении их финансовых проблем может принести неожиданное благословение в вашу собственную жизнь. Протягивая руку помощи тем, кто в ней нуждается, вы создаете цикл щедрости, который возвращается удивительным образом. Помните, что вы являетесь частью чего-то большего, чем земная жизнь. Ваш путь здесь – лишь часть вашего вечного существования. Работая над преодолением финансовых проблем, помните, что я всегда рядом с вами, направляю и поддерживаю вас. С верой, решимостью и любовью вы сможете преодолеть любые финансовые трудности, которые преподнесет вам жизнь. Конец ваших финансовых проблем уже близок, и вас ждет светлое будущее. Продолжайте верить в себя и в меня, вашего Небесного Отца. Вместе мы сможем достичь великих свершений и воплотить ваши мечты в жизнь. Сейчас я хочу напомнить вам одну глубокую истину, о которой мы часто забываем, сталкиваясь с финансовыми проблемами. Жизнь – это путь познания и духовного роста. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность стать более сильной,
более сострадательной версией себя. Ваши финансовые проблемы не определяют того, как вы решите на них реагировать. Вместо того, чтобы чувствовать себя побежденным, посмотрите на эти трудности как на проверку своей стойкости и способности преодолевать их. У вас есть внутренняя сила, чтобы справиться с любыми препятствиями, которые ставит перед вами жизнь. Помните, что Бог находится в вашем сердце. Жизнь полна циклов, как прилив поднимается и опускается, так и ваши финансы проходят через фазы. Важно то, как вы реагируете на эти изменения. Помните, что в самые трудные времена вы можете найти свою величайшую внутреннюю силу и открыть в себе ресурсы, о которых вы даже не подозревали. Мудрость – это результат опыта, и каждое преодоленное финансовое испытание приближает вас к вашим целям и мечтам. Учитесь на своих ошибках, при необходимости корректируйте свою стратегию и решительно двигайтесь вперед. Вы закладываете прочный фундамент для стабильного финансового будущего. В это время сделайте паузу и задумайтесь о своих приоритетах в жизни. Несмотря на важность финансовой стабильности, помните, что истинное богатство – это отношения, здоровье и счастье. Развивайте эти аспекты своей жизни и посмотрите, как они могут помочь вам сбалансировать свой финансовый путь. Молитва остается мощным инструментом для обретения руководства и силы. Регулярно беседуйте со мной, делитесь своими страхами и опасениями, а также надеждами и мечтами. Я всегда готов выслушать и утешить. Кроме того, обратитесь за грамотным финансовым советом. Существуют эксперты и ресурсы, которые помогут вам составить разумный финансовый план и принять взвешенные решения. Иногда совет со стороны может внести ясность в сложные ситуации. Продвигаясь вперед в поисках финансовых решений, помните, что каждый маленький шаг приближает вас к желаемой стабильности. Не стоит недооценивать силу настойчивости и целеустремленности. Вера, терпение и настойчивость помогут вам пережить трудные времена и приведут вас к достижению ваших финансовых целей. Поддерживайте в себе пламя надежды, зная, что будущее полно возможностей и благ, которые ждут своего часа. Никогда не чувствуйте себя одинокими на этом пути. Я всегда рядом с вами, поддерживаю и направляю вас с любовью и состраданием. Верьте в свою способность преодолеть финансовые трудности, ведь вы – божественное творение с неограниченным потенциалом. Помните, что любой опыт, даже самый трудный, это возможность для обучения и роста. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, формирует вас и готовит к светлому будущему. Поэтому смело идите вперед, принимайте приобретаемую мудрость и никогда не переставайте верить в себя и в бесконечную любовь Бога. На жизненном пути мы иногда проходим через темные долины, но в конце дороги всегда есть свет. Вы способны преодолеть эти долины и достичь самых высоких вершин. Никогда не сомневайтесь в своей внутренней силе и способности преодолеть любое препятствие. С благодарностью в сердце и надеждой на горизонте уверенно двигайтесь вперед, к будущему, полному возможностей и благословений. Ваша история еще только пишется, и каждый день – это чистая страница, которая ждет, когда ее заполнят вашими достижениями и победами.
В конце концов, помните, что любовь, вера и решимость – это те силы, которые помогут вам преодолеть финансовые проблемы и достичь удовлетворения во всех сферах вашей жизни. Продолжайте верить в себя и в обещание лучшего будущего, потому что вместе с Богом вы можете достичь необыкновенных вещей. Смотрите на горизонт, где сияет надежда на лучшее завтра. Вы автор своей собственной финансовой истории, и каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность написать главу о совершенствовании и успехе. Используйте каждый урок, каждый опыт и каждую победу на пути к изобилию. Помните, что терпение – ценная добродетель на этом пути. Иногда решения могут приходить медленно, но не позволяйте нетерпению обескуражить вас. Наоборот, используйте это время для укрепления своей веры и решимости. Стремясь к финансовой стабильности, не забывайте о важности сохранения позитивного мышления. Ваши мысли и убеждения оказывают сильное влияние на реальность. Сохраняя оптимистичный настрой, вы будете притягивать к себе ситуации и людей, которые помогут вам на пути к успеху. В этом путешествии очень важна забота о себе. Найдите время для отдыха, расслабления и заботы о своем физическом и эмоциональном состоянии. Здоровый ум и тело дадут вам ясность и энергию, чтобы решительно смотреть в лицо трудностям. Всегда будьте открыты для обучения. Жизнь – это постоянный учитель, и каждый опыт дает возможность приобрести знания и навыки, которые пригодятся вам в будущем. При необходимости обращайтесь за советом и рекомендациями, ведь вы не обязаны решать свои финансовые проблемы в одиночку. Общество – это бесценный источник поддержки. Делитесь своими трудностями и достижениями с теми, кому доверяете. Сила общества способна скрасить даже самые мрачные дни и оказать необходимую помощь и поддержку. В моменты неопределенности не стесняйтесь возносить свои мысли и молитвы. Бог всегда слушает и готов направлять вас на пути к процветанию. Сохраняйте веру в сердце и верьте, что вас ведут в будущее, полное благословений. Подводя итог, можно сказать, что ваш путь к преодолению финансовых проблем – это история роста, настойчивости и веры. Продолжайте верить в себя, в Божьи обещания и в возможности, которые открываются перед вами. С каждым шагом вы становитесь все ближе к осуществлению своих финансовых целей и мечтаний. Вместе с Богом вы сможете совершить великие дела и превратить свою жизнь в историю успеха и самореализации. Стремясь преодолеть свои финансовые проблемы, представьте себе, что каждый день – это чистый холст, который ждет, когда его раскрасят красками ваших достижений и мечтаний. Вы художник своей финансовой жизни, и каждый мазок кисти – это шаг к процветанию и изобилию. На своем пути вы столкнетесь с трудностями, которые станут для вас испытанием, но помните, что это испытание не для того, чтобы показать вашу слабость, а для того, чтобы раскрыть вашу силу. В трудные минуты обратитесь внутрь себя и откройте в себе решимость и стойкость. Эти качества – ваши союзники в стремлении к финансовой стабильности. Сколько бы препятствий ни встречалось на пути, сохраняйте ясность видения и сосредоточенность на своих целях. Визуализируйте желаемое будущее,
котором все аспекты вашей жизни находятся в равновесии и процветании. Это видение будет направлять вас и напоминать о цели, стоящей за вашими усилиями. Каждый ваш шаг приближает вас к финансовому благополучию. Отмечайте свои маленькие победы на этом пути, ведь они являются индикаторами вашего прогресса. Каждый погашенный долг, каждая разумная инвестиция и каждое мудрое финансовое решение ведут вас к финансовой свободе, которую вы заслуживаете. Благодарность остается мощным инструментом на вашем пути. Каждый день размышляйте о тех благах, которые уже есть в вашей жизни. Благодарность наполняет вас положительной энергией и связывает с окружающим изобилием. Когда вы цените то, что у вас есть, вы привлекаете к себе больше поводов для благодарности. Никогда не стоит недооценивать силу помощи другим людям в решении их финансовых проблем. Стремясь к собственному процветанию, подумайте о том, как вы можете стать источником поддержки и руководства для тех, кто также испытывает трудности. Щедрость создает постоянный поток благословений в вашей жизни. Помните, что жизнь – это духовное путешествие, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к пониманию своей истинной природы и предназначения. Ваши финансовые проблемы не определяют вашу сущность, они лишь часть вашего земного опыта. Вы – духовное существо, призванное расти, учиться и любить. Сохраняйте связь со своей верой и божественным руководством, которое сопровождает вас на каждом шагу. Молитва – это мост к внутренней силе и божественной мудрости. Обращайтесь к Богу в минуты радости и в минуты испытаний, и верьте, что вас поддерживают в каждый момент. Одним словом, ваш путь к преодолению финансовых проблем – это история роста, решимости и веры. Каждый день – это возможность двигаться к осуществлению своей мечты. С верой в себя и обещанием лучшего будущего холст вашей финансовой жизни наполнится яркими и живыми красками. Вместе вы и Бог можете написать шедевр процветания и самореализации. Никогда не теряйте веру, потому что вера двигает горы. Верьте в то, что Вселенная действует в ваших интересах, и что все происходит не просто так. Ваш путь не случайен, а трудности – это возможность для духовного роста. Помните, что вас любят без всяких условий. Почувствуйте любовь к себе и позвольте этой любви стать источником силы и вдохновения. Вы не одиноки в своем путешествии, я рядом с вами, иду с вами и всегда поддерживаю вас. Конец финансовых проблем близок, мое любимое дитя. Продолжай верить в себя, в меня и в светлое будущее, которое тебя ждет. С верой, настойчивостью и любовью ты преодолеешь эти трудности и достигнешь своих целей и мечтаний. Давайте вместе помолимся. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за это время, когда мы можем собраться вместе в молитве, ища у Тебя руководства, утешения и любви. Мы знаем, что Ты всегда рядом, слышишь наши слова и знаешь наши сокровенные мысли. В это время размышлений и общения мы хотим выразить нашу глубокую благодарность за все благословения, которые мы получили в нашей жизни. Мы благодарны за каждый новый день, за здоровье, за отношения, которые нас поддерживают, и за трудности,
которые помогают нам расти. Мы благодарим Тебя за Твою неизменную милость и постоянное присутствие в нашей жизни. Господи, мы приходим к Тебе сегодня, понимая, что жизнь полна трудностей, и многие из нас сталкиваются с финансовыми трудностями, которые кажутся непреодолимыми. Мы просим Вас дать нам силу и мудрость для преодоления этих трудностей, помочь нам найти решение наших финансовых проблем и продвинуть нас вперед к стабильности и процветанию. Мы знаем, что деньги сами по себе не решают всех наших проблем, но мы признаем, что они являются важной частью нашей жизни. Мы просим Вас направлять нас в ответственном управлении нашими финансами, помогать нам принимать взвешенные финансовые решения и жить по средствам. Дай нам мужество встретиться с нашими страхами, связанными с деньгами, и уверенность в том, что мы сможем преодолеть наши финансовые трудности. Помогите нам найти работу, бизнес или инвестиционные возможности, которые позволят нам содержать наши семьи и достигать наших финансовых целей. Кроме того, мы просим Вас помочь нам воспитать в себе чувство благодарности за то, что мы имеем. Научите нас ценить те блага, которыми мы уже обладаем, и делиться ими с теми, кто в них нуждается. Пусть мы станем орудиями Твоей щедрости, распространяя любовь и поддержку среди окружающих нас людей. Боже, когда мы сталкиваемся с финансовыми трудностями, мы просим Тебя о божественном руководстве. Освети наш путь и покажи нам возможности, которые часто скрыты в трудностях. Помоги нам учиться на ошибках и возрастать в мудрости, преодолевая все трудности. Мы также просим Тебя о мире, превосходящем всякое понимание. Мы знаем, что финансовые заботы могут сопровождаться тревогой и стрессом, но мы верим, что Твое присутствие и мир могут поддержать нас. Пусть мы найдем успокоение в Твоей благодати и силу в Твоем обещании, что Ты никогда не оставишь нас. Бог, мы знаем, что Твоя воля иногда отличается от нашей, но мы просим Тебя помочь нам согласовать наши желания и мечты с Твоими планами относительно нас. Пусть мы верим, что Твое видение нашей жизни лучше, чем мы можем себе представить. В это время мы также молимся за всех тех, кто испытывает финансовые трудности по всему миру. Пусть Твоя милосердная рука будет над ними, удовлетворяя их основные потребности и направляя их к лучшему будущему. Наконец, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную доброту и любовь. Мы знаем, что Вы – Отец Небесный, который любит нас без всяких условий, и доверяем Вашему плану на нашу жизнь. Дай нам силы встретить любое испытание с верой, надеждой и любовью. Мы молимся Твоим святым именем, веря, что Ты слышишь нас и что изобилие даровано нам, даже если мы не до конца понимаем Твои пути. На Твою милость мы возлагаем наши финансовые заботы и всю нашу жизнь. Мы молимся. Аминь. Если это послание благословило вас, поделитесь им, чтобы благословить чью-то жизнь. Понравилось? Подпишитесь на канал и включите маленький колокольчик, чтобы получать больше сообщений, подобных этому. Да пребудет с вами Бог.